Сад-гигант сегодня на бирже труда предоставляет хорошие условия работы с высокой заработной платой, питанием и бесплатным проездом до работы и обратно. Несмотря на это, предприятие испытывает кадровый дефицит, особенно в сезон сбора урожая. Изначально компания была построена для создания рабочих мест именно на территории Республики Ингушетия. А в итоге, как рассказывает генеральный директор сада-гиганта Ислам Алиев, он стал местом для заработка жителей из соседних регионов. Акционер говорит: принимать будем людей наших местных, шумхолдовых. Если же нет такой возможности, привезем других людей, будут они работать. Шумхолдовых жди, я хочу до вас довести. В настоящее время предприятию необходимо около 400 сотрудников. Если не удастся набрать нужное количество работников среди местного населения, руководство предприятия продолжит привлекать специалистов и сборщиков из других регионов. На сходе граждан Ислам Алиев подробно рассказал об условиях работы. Там созданы все условия. Значит, система скутана, там считывает, кто пришел, когда прошел. Прекрасная столовая, шведский стол, понимаете, да? Вот мы кормим своих рабочих, обходится всего лишь для работников 30 рублей. Что такое 30 рублей? Это просто тот налог, который мы должны заплатить государству. Ну, чтобы вы понимали, сам обед обходится где-то 350-400 рублей, в зависимости от продукта. Понимаете, да? То есть созданы условия, есть где место молиться, есть, если нужны какие-то там, сам полный соцпакет. Стоит отметить, что сад-гигант является локомотивом экономики Ингушетии. Ежегодно предприятие платит в казну более 300 миллионов рублей налогов. За 3 года здесь было выплачено сотрудникам без малого почти 2,5 миллиарда рублей заработной платы. При этом налоги за этот период превысили более миллиарда рублей. На постоянной основе на предприятии работает около 1000 человек, а в сезон сбора урожая численность сотрудников возрастает почти до 2500. Вся Чечена Ингушетия в свое время производила где-то около 10 тысяч тонн в свое время, да, в советское время. Сейчас же мы производим по прошлому году 60 570 тонн мы произвели. Значит, это очень большой объем. У собравшихся жителей к сотрудникам предприятия было масса вопросов. Многие только сейчас узнали о предприятии и об условиях труда. Главный вопрос – почему у компании дефицит кадров, если условия работы настолько привлекательны? Многие люди не знают. Так, если даже знают, то работать не хотят. Есть такая категория есть, я еще раз говорю, сидят на пенсиях, пособиях. Прийти, поработать, получить 50-60 тысяч – это хорошая зарплата в наших условиях. Предлагаемые условия труда, обеспечение социальных гарантий и дополнительные бонусы за переработку – все это заинтересовало собравшихся. Многие захотели попробовать. Коэффициент трудового участия сверхурочный, там праздничный, так, ночное время от того царь. مثلا царь حدود что мы предприятия законно халижу хам хотим царь حدود. Сотрудники сада-гиганта планируют и дальше проводить подобные встречи, чтобы привлечь как можно больше местных жителей, которые будут получать стабильную и хорошую заработную плату, а казна республики – налоговые вычеты. Зелимхан Галоев, Адам Гулоев, Белял Ахильгов, Магаз 24.